Всем доброго дня суток, с вами Эльвира из Америки. Жапта поролиже, тиндандана Эльвира Америка гыч. Сегодня 2 сентября, а это значит, что со вчерашнего дня школы, в общем-то вся образовательная система в России заработала. Школы открылись, училища и колледжи открылись, университеты открылись, и все пошли учиться, а учителя пошли работать. Поэтому позвольте, дорогие мои, поздравить вас с этим днем, пожелать вам доброго здоровья, успехов и удовольствия от вашей работы, чтобы вы получали. Сегодня же я хочу вам рассказать про американскую образовательную систему. Скорее всего, это будет рассказ о том, чему нам пришлось учиться, и что мы делали, и как мы жили. Если же 1 сентября в России это очень торжественный, красочный, яркий, такой запоминающийся день, возможно, для первоклассников и для тех, кто заканчивает школу в этот день, я скажу так, что в Америке этот день не проходит помпезно. И вообще школа, учебный год начинается, я скажу, все зависит от района, от города, от штата. Я могу только рассказать о том, что было в нашей жизни. Не могу сказать ничего про других школ, где мы никогда не были. Поэтому весь рассказ будет основан на собственном опыте. Когда мои девочки начинали ходить в школу, то это было в августе, и каждый год этот день отличался. Это могло быть и начало августа, или же середина августа, или даже, может быть, конец августа. Но я помню, у нас один раз даже школа началась в июле. Конечно, моему недовольству не было предела, вернее, но куда денешься? Все идут в школу, и мне пришлось тоже отправлять своих детей в школу. Как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Возможно, вы очень многие слышали о том, что в Америке школа очень сильно отличается от российской школы. В России школа одна на всех, то есть там и начальные классы, там и ученики средних классов, там и старшеклассники, то есть все в одном здании учатся и занимаются. В Америке все это отличается. Отдельная начальная школа, elementary school, отдельная, школа для начальной школы с 1 по 5 классы. Потом middle school, то есть школа средняя для классов, начинается с 6 по 8 классы. Отдельное здание, все отдельное. И идет, high school, то есть старшеклассники. Это начинается с 9 класса и продолжается их учеба до 12 класса. Вот. То есть в Америке вся эта образовательная система разделена на начальные, средние и старшие классы. Также хочу сказать, что вот когда мои девочки начали ходить в школу, то есть мы могли ходить в школу только прикрепленные по территории проживания. Это как вот в Ишкарале, Самбатхей идет в 9 школу, по-моему, да? Или же там территория, возле музыкального училища вроде бы к 11 школе прикреплена. Ну вот примерно вот таким вот образом и происходило
с нами. Вот. Хотя, в принципе, мне когда-то вот сказали, говорят, а что ты беспокоишься? Ты, в принципе, работаешь, и из-за того, что ты имеешь работу близко к этой школе, Лион High School, так школа называлась, старшеклассников, мне сказали, что я, в принципе, могла по закону водить своих детей, то есть по территории места работы тоже. Приехали, девочки сразу же пошли в elementary school, то есть в начальную школу. Маша пошла, по-моему, в 4 класс, а Серафима пошла в 1 класс. Я скажу, что эта школа была, естественно, для американцев. И, в общем-то, буквально, наверное, через месяц мы поняли, что нам нужно их переводить, то есть в другую школу, начальную школу, где преподавали, в общем, английский как для студентов из других стран. ESL, значит, такая есть программа English as a Second Language. That's correct, Jerry? Okay, thank you. То есть и пришлось нам переводить девочек из Sable Palm Elementary School, то есть из одной школы в другую школу, Palmview Elementary School, из-за английского, потому что английский, то есть это была самая такая основная проблема, и мы только приехали, естественно, язык, без языка куда там, что ты там будешь учить и как ты там будешь учить, естественно, язык, он в первую очередь нужен. После Elementary School, то есть после начальной школы, Мария перевелась в middle school, то есть в школу для средних классов. А Серафима продолжала учиться в этой же школе, в начальной школе, где они ходили вместе с Машей. И, в общем-то, нам было некоторое такое затруднение возить их в разные школы. То есть, и я хочу сказать, что сейчас тоже в России вот эти вот волшебные, как говорится, желтый автобус приезжает за детьми, и то же самое было у нас. И я помню, по приезду сюда, в Америку, один раз девочки заблудились, и я очень сильно переживала, потому что они в назначенное время домой не приехали домой, и мне пришлось звонить, и сначала бывшему звонить, он там поднял на ноги всех остальных. В общем, девочки нашлись. Сам водитель был очень, говорит, куда мне этих русских девочек везти? Они даже не говорят, не могут мне объяснить ничего. Ну, в общем, слава богу, все обошлось. Вот. Это было в самом-самом начале. То есть, я хочу сказать, что вот эти вот автобусы, транспорт, который подъезжает близко к дому или же вообще к дому, и дети садятся и уезжают в школу. Ну, или же, конечно, может быть так, что родители сами возят на своих машинах детей своих по школам. Конечно, в час пик, когда школа вот начинается, и в это время где-то с 7 до 8, или же там с 7:30 до 8:30, когда и автобусы привозят детей в школу, и когда родители провозят своих детей в школу, то есть это вне зависимости, какая школа, будь это начальная школа, или же средних классов, или же старших классов, я скажу, что вот движение, оно такое сумасшедшее, и такие пробки, ну, в общем, мы всегда старались, чтобы, когда нам приходилось самим возить их в школу, как-то пораньше выехать из дома, чтобы вот это вот учитывать весь это вот, все это вот движение, весь этот трафик. Вот. На автобусе, конечно, я помню, это было просто такое мучение. Я скажу, что так рано они начинали ездить. Автобус вообще приезжал, знаете, около 5 часов утра. То есть вы представляете, насколько рано нам приходилось вставать, быть готовым. Мне приходилось их везти, то есть на специальную остановку, и они садились в машину.
И, в общем, они в этом в автобусе катались чуть ли целых 2 часа, пока они не приехали вот в школу для учебы. Почему так было? Потому что вот как раз я вам говорила про территорию. В тот момент мы жили не по территории, то есть я жила в одном районе, а вот это вот именно вот школа, где вот английский преподавали с таким с углубленным изучением английского языка, то есть это специальная школа была для иностранных студентов, она находилась в другом районе, и все вот такие вот неудобства нам, к сожалению, приходилось проходить. В американской школе всегда беспокоятся о здоровье ребенка, поэтому, например, вот в эти вот как раз вот в час пик и утром, и вечером, когда огромнейшее там движение, и дети идут либо с родителем, либо они приезжают, либо автобусы, всегда стоит человек там с флажком или же со своим там знаком, который регулирует вот это вот все движение и следит, чтобы ни один ребенок, никто не пострадал. И если, к примеру, вот совершенно недавно мы ехали сзади школьного автобуса, и автобус, в принципе, там сначала должен загореться желтый свет, как бы предупреждающий, потом красный, и вообще остановиться. Этого не было, автобус случайно, вернее, очень быстро затормозил, то есть он, похоже, что не совсем опытный водитель был автобуса, который вот вез детей. Это неправильно, это не совсем хорошо для детей, вот иметь таких водителей автобуса. На самом деле это очень серьезно. Поэтому, честно сказать, я даже не знаю, какой вот дать совет в этом случае, на чем лучше, на машине своей довозить или же отправлять на автобусе. Но вот не все же есть, могут позволить, как говорится, поехать на своей машине. Там очень много разных нюансов было. К примеру, если вы приходите в школу за ребенком, например, у вас какой-нибудь appointment, встреча, вы должны вести ребенка куда-то в кружок, или же без разницы, будь это начальная школа, или же будь это middle school, то есть средних классов школа, или же high school для старшеклассников школа, все равно. То есть вы приходите в специальный офис, где вас примут, и вы должны сказать, что вы родитель, и предоставить документы, что вы родитель такого-то, такого-то ученика, студента, и что у вас встреча там, например, с врачом, или же там идти нужно в другую школу. Ну, в общем, по какой-то причине, что вы, в общем, забираете ребенка, и по телефону, по специальной связи вам вызовут вашего ребенка, и уже вы распишитесь в журнале, что вот в такое-то время вы забрали своего ребенка и ушли. То есть за этим они тоже очень следят, и таких случаев у меня в моей жизни было достаточно, когда мне приходилось раньше времени забирать девчонок и везти их куда-то там по нашим собственным делам. Также хочу сказать, что вот, например, в Леон High School у них был шериф, который следил за порядком, причем я даже удивилась, когда-то я как-то приходила в школу и удивилась тому, что этот шериф или же полицейский, кто там вот был на охране, он буквально знал чуть ли не всех, каждого там ученика по имени. Я говорю, ну надо же, удивительно. Вот, мне, конечно, это очень понравилось.
Кроме того, я тоже также обратила внимание, очень много камер видеонаблюдения, очень много, буквально все, и внутри здания, и на улице со всем этими входах, заездах, в общем, достаточное количество камеры. И если же я знаю, что кто-то там, определенный человек там подает звонки в определенное время, в американской школе это делает компьютер. Все это уже система. Теперь я хочу вам рассказать насчет еды. В России, по крайней мере, когда я училась и работала, в каждой школе у нас была кухня, где специально готовили еду для детей. Вы знаете, в американской школе все делают они намного проще. В общем-то, вся еда, она как-то к ним поступает, оказывается, в этих специальных уже порционных, скажем, баночках, и они только подогревают это все и подают. Я скажу, что оплату я производила, я писала чек специально, значит, на имя, значит, school board, то есть это как бы типа нашего районного образования, районный отдел народного образования, вот, выписывала чек, и таким образом девочки сразу же отдавали там на кухне вот этот свой чек там на определенное время, на месяц, например. Но по качеству, конечно, я скажу, что не всегда девочки были счастливы едой, что-то там им не нравилось, поэтому я им говорила: тогда берите с собой, какие проблемы, вот. Тебя же там никто не будет кормить отдельно, там все едят одинаково. Я думаю, что в последнее время это, наверное, во многих странах одна и та же проблема. В общем-то, еда, она должна быть на самом деле соответствующая для детей. Вот. После начальной школы Мария продолжила свою учебу в middle school, то есть это средние классы, школа для средних классов. И эта школа также была для студентов, то есть такая она была очень международная, очень интернациональная, потому что студенты были абсолютно из разных стран. И, естественно, они как бы продолжали вот это вот общее образование, но вместе с этим общим образованием у них каждый день был еще английский. Они очень упорно учили английский. Так вот в этой школе, в средней школе, когда она проучилась там 6, 7, 8 класс, она стала, по окончании этой школы, она стала уже, знаете, это ведь прошло уже где-то вот 3-й год, или через 4 года уже она, Мария, стала valedictorian. Что это такое, я сейчас вам объясню. Это академическое звание успеха, используемое в США для учащихся или же учащихся, которые, в общем, произносят заключительную речь на выпускном. То есть для того, чтобы тебе дали вот такой титул, нужно это, конечно, заработать. И, в общем, среди многих остальных студентов из других стран у моей дочери, старшей Марии,
был самый наивысший балл, и я до сих пор помню ее речь. Это было очень, конечно, интересно, и, конечно, для меня было очень волнительно для как мамы, и я была очень горда за свою дочь, что она смогла стать лучшей. Но хочу отметить то, что все-таки она поехала в Америку и начала свою учебу, то есть не с чистого листа, как пришлось моей младшей. У Марии был этот фундамент первоначальный, вот в начальных классах в России. И я скажу, что это на самом деле очень сильно помогло. Хотя, например, в классе 4 или же в 5 классе она сказала, что, в принципе, единственная это ее проблема, это был английский, и что то, что они изучали по программе, это они уже все проходили в России. Я тогда, помню, подошла я к своему бывшему и сказала, а что? Она говорит, что, в принципе, что она это уже изучала, но на что он немножко с ехидством и с таким этим, он говорит, ну, вот такая у нас образовательная здесь, говорит, система, стараемся быть впереди, говорит, всей планеты, а, говорит, но, к сожалению, но, говорит, это не значит, что, в общем-то, образовательная система, в общем-то, везде в школах вот такая вот. То есть он мне сказал, что, например, в штате Массачусетс или же в некоторых других штатах, то есть это программа уж куда сильно отличается от той программы, которая вот была вот во Флориде. В общем, каждая школа города, района, штата очень сильно может отличаться. Ну, наверное, вот как и везде, где-то очень серьезная программа, больше упор делается на таких вот умных детей. А где-то так это дают, это, ай да ладно, что мы с них еще спрашивать. В общем, везде по-разному. Помогло ей очень сильно, я скажу, вот то начальное образование, которое она успела вот это вот получить. Серафиме, конечно, было намного тяжелее учиться, и я скажу, даже если Мария научилась какой-то каллиграфии, у Серафимы пишет как курица лапой. Это я пыталась учить ее, но вы знаете, у меня не получилось. Это одно. Второе, я хочу сказать, что как они учат, это очень сильно отличается. Я тоже старалась ей помочь, но потом в один момент я поняла, что они в школе совсем учат по-другому, и я своей помощью, наоборот, ее тяну назад. Поэтому я отступила, и в этом вопросе я попросила помочь своего бывшего, на что он, конечно, с удовольствием согласился. Вот, и я ему, конечно, за это очень сильно благодарна. Когда же девочки пошли уже в школу старшеклассников, начиная, значит, 9 класс, 10, 11, 12, я поняла, что, в принципе, вот эта вот школа такая готовит детей к будущей жизни. Что меня очень сильно привлекло, это то, что, вы знаете, обе мои девочки научились хорошо очень печатать. Причем они могут закрыть глаза, печатать, причем настолько быстро. Я просто удивлялась. Это одно. То есть они были уже готовы вот, работать где-то в офисе,
принимать звонки, печатать, вот, и делать какие-то другие легкие работы. Что меня еще привлекло очень сильно, я очень сильно удивилась, они уже в high school получили свои водительские права. У них были специальные, значит, курсы, классы, где они учились водить машину. То есть сначала это была теория, а потом это была практика. И в этом плане, опять же, у меня бывший помог обеим девочкам, за что я ему снова благодарна. Еще учась в средних классах, то есть в школе средних классов, обе девочки начали изучать иностранные языки. И я им обеим советовала русский, но русского языка у них в программе не было. Маша начала изучать испанский язык, потому что у нее было очень много испаноязычных друзей из самых разных стран мира. Это и Венесуэла, это и Куба, это и Мексика. Но основные дети, вот она с кем общалась, это были из Мексики. И особый, конечно, случай был у нее там, весьма интересный, связанный с испанским языком. И Серафима же, она начала изучать французский. Вот. Ашатеха моталыву. Но я скажу, если Мария, она продолжила свою учебу очень серьезно по изучению испанского языка и в старших классах. Она также продолжила это изучать испанский язык и в колледже, и в университете. Серафима немножко по-другому. В общем, одним словом, Мария разговаривает сейчас на испанском языке так же как хорошо, как она вот говорит на английском языке. Русский, правда, у нее хромает. Это интересно ее очень слушать, как она разговаривает по-русски, с некоторым таким акцентом. И грамматика, конечно, тоже хромает. Вот. А у Серафимы французский, конечно, не такой, как у испанский Марии. Но так или иначе она там что-то помнит до сих пор. Я пошутила ей, я говорю, вот поедем в Париж, и ты будешь у меня гидом. Говорит, ага. Буквально в high school, начиная уже с 10, 11, 12 классы, студенты, ученики, учащиеся начинают готовиться к окончанию школы. И они уже думают о колледже, они уже думают об университете, кто куда хочет поступать. И, естественно, они к этому готовятся уже вот с этих вот классов. Естественно, очень много в американских школах обращают внимание на волонтерскую работу. Это прямо вот считается очень хорошо, если ребенок делал какую-то волонтерскую работу. И Маша, например, она очень много волонтерничала вот в специальном courthouse, это то есть специальная ювенальная, значит, то есть она волонтерничала, работала в специальном суде для детей. Вот, и откуда, где, в общем, в принципе, она познакомилась с одним судьей. Я помню, как-то мы шли по городу, по даунтаун, по центру города Талахаси, и она встретила, и она говорит, hello, judge. И говорит, judge, это имеется судья, говорит, Соренсен, там, здравствуйте.
судья такой-то, и она с ним поговорила, она меня познакомила с ним, мы тут пару слов обменялись друг с другом. И я говорю, ты откуда такого человека знаешь? Я говорю, а ты помнишь, говорит, меня когда-то Роберт возил вот в этот суд, и где я там работала. Так вот, это вот оттуда. То есть любая волонтерская работа, то есть она очень сильно приветствуется. И вот это вот они, когда заносят вот эту вот всю информацию вот в этот свое резюме в любую школу, то есть будь это университет или же колледж, это очень хорошо смотрится. Кроме того, естественно, они стараются получать какие-то престижные стипендии. Я хочу сказать, что, опять же, за хорошую учебу и то, что Мария была очень сильно активна в своих школьных делах, она получила, в общем-то, 2 стипендии. Одна стипендия была, в общем, от штата Флорида. Но эта стипендия, эту стипендию могли получать не все. Мария смогла получить эту стипендию, потому что я успела получить вот как раз вот гражданство Америки. То есть вот это вот тоже ей помогло. Впрочем, ее друзья очень сильно удивились, говорят, как ты получила эту стипендию? Это же нужно иметь гражданство Америки. Она говорит, а у меня есть гражданство Америки. Мама получила гражданство, и я автоматически это гражданство тоже получила. И, в общем-то, эти бумаги, это гражданство помогло ей вот это вот в получении этой стипендии. Поэтому вот за свою, конечно, это помогло, но я скажу, что вот именно вот ее стремление, ее старание, ее вот работа, то, что она сама старалась, не ленилась. Я помню, как она вот ночами сидела, занималась, 3 часа ночи, я смотрю, у нее свет горит. Я говорю, Машенька, ты что не спишь-то? Говорит, мама, у меня завтра тест, я должна быть готова. Я ей в шутку сказала, я говорю, купи, говорю, это коробку конфет. Она мне говорит, это тебе. Я говорю, ну ладно. Вот. В общем, она старалась, добилась и обеспечила себя вот этими 2 стипендиями, которые дали возможность ей учиться, продолжать и получать вот высшее образование. Я вообще, если я даже вкладывала совсем чуть-чуть, может быть, за какие-то книги, я не помню, но я скажу, что очень-очень-очень мало это было. В этом плане, конечно, она молодец. Обе девочки уже в high school, то есть в старших классах, когда им было, значит, 16-17 лет, они уже обе начали работать. Вот, и опять же, я скажу, что это сильно помогало, конечно, для нашей общей семейной копилки. В то время я уже была как бы одинокой матерью, и вот старшая, опять же, помогала в плане оплаты за электричество. Я, конечно, очень благодарна Господу Богу, самой себе и им, девочкам самим, что они слушались меня и делали все возможное, чтобы научиться вот этой вот жизни, такой независимой жизни, работать, учиться и ни от кого не зависеть. Безусловно, я как родитель всегда принимала участие в их школьной жизни. Я что-то даже и не помню. Не было таких вот типа
родительских собраний. Никогда я не ходила на такие какие-то родительские собрания, где там собирались другие родители. Такого в Америке не было, по крайней мере, со мной. Я принимала участие вот в middle school, в средних классах, когда вот эта вот школа, то есть это все студенты показывали культуру той страны, откуда они приехали. И я помню, приносила свой баян, одевала свой костюм, я там играла, я там пела. И также мы сделали очень хороший стенд, презентацию, значит, России. Это я помню. И мне было очень приятно встретиться с друзьями моей дочери, с ее учителями и познакомиться с культурой других стран. Конечно, так как презентовала Мария Россию, такого, конечно, такой презентации ни у кого, у другого студента такого, конечно, такой презентации не было. Она говорит: мама, ты должна прийти со своим баяном, одеть свой народный костюм, спеть свою русскую песню, да так, чтобы там, понимаешь, все пошли в пляс. Ну, это было, и я ей помогла в этом. Она получила, конечно, очень хорошую оценку. Хочу сказать, что оценки я проверяла на специальном сайте. Конечно, я всегда смотрела, как у них дела идут. И таким образом, вот электронным образом, я смотрела и узнавала, чем они занимаются в школе и какие они получают оценки. Ну, конечно, по истечении 6 недель они приносили report card. То есть report card — это где отчет был вот полностью за этот вот 6 недель, за этот вот семестр по всем предметам. Также в американской школе или же вот в колледже имеет огромное значение student government. А в high school, то есть в старших классах, девочки, я не помню, чтобы они как-то принимали участие, но вот когда Мария поступила в колледж, она очень была активна в колледже, и она была секретарем вот этого вот student government, то есть это такого студенческого сообщества. Вот у нее был свой офис, я помню, я даже покупала ей холодильник, чтобы она смогла еду и сэндвичи свои в этот вот холодильник ставить. И у нее был свой телефон, она так это гордилась сама за себя. И, конечно, мне было тоже очень приятно, что она развивается, старается и делает все для себя, для собственного развития. Говоря о пропусках в школе, это очень серьезно. Если ребенок не посещает школу, то за ним могут даже прийти с полицейским. Но до такого момента, конечно, ну, можно сказать, нужно дойти. Вот. Конечно, у меня таких случаев не было. Девочки, в общем-то, ходили с удовольствием в школу. Им было интересно учиться. Они жаждали увидеться и встретиться со своими друзьями. Поэтому, причем пропуски, я хочу сказать, что должны быть очень-очень-очень уважительные. И если даже вы пропустили по болезни, это не снимает с вас, не дает вам, вы все равно должны всю программу выполнить и сдавать все
все эти тесты и экзамены. Конечно, я очень счастлива, что наконец-то мои девочки отучились и в школах, и в колледжах, и в университетах, и, в общем-то, все это волнение у меня теперь уже в прошлом, что мне не надо ехать куда-то, кого-то везти и переживать, и все вот в этом. Друзья, вы увидели церемонию выпускного high school, школы старшеклассников у младшей дочери. Я надеюсь, вам было интересно услышать, как же учатся в Америке. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте, оставляйте свои комменты, и я буду счастлива вам ответить. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Не забывайте ставить лайки. И я искренне вам всем желаю добра и счастья. Еще раз с Новым учебным годом. С вами была Эльвира из Америки. Ишанен кодам тендалан онга эле колаш кузе тунемет Америкште. Момнуна штат школште. Момнуна кочкат. Йодышта улаган коды замаланем йодыштам. Возаза шкешона маштам. Лайкам шандаш идамонда. И кеша возалтен онко. Возалца. Утунеме идене чиландам. Таланем чила саем. Тажалакам у сенгамашам. Тинданданелиен Эльвира Америка.